Задолго до первого селфи у древних греков и римлян существовал миф о герое, немного помешавшемся на своем имидже. В нем рассказывается о том, как красивый нарцисс бродил по миру в поисках любви. Отказав в чувствах нимфе Эхо, он мельком взглянул на свое отражение в реке и влюбился в него. Будучи не в силах оторваться, нарцисс утонул, а цветок, появившийся на месте его гибели, получил название нарцисс. В мифе запечатлена основная идея нарциссизма – повышенный и иногда пагубный эгоцентризм. Но это не просто тема для статей по психологии, это набор определенных свойств личности, которые классифицируют и исследуют психологи. Согласно их определению, нарциссизм – завышенное претенциозное самовосприятие. В различной степени такие люди считают себя красивее, умнее и важнее, чем все остальные. Психологи выделяют две формы нарциссизма как свойства личности – грандиозный и уязвимый нарциссизм. Есть также нарциссическое расстройство личности – крайняя форма, о которой мы еще поговорим. Вид грандиозного нарциссизма нам более знаком. Ему свойственны экстравертность, доминирование и поиск внимания. Грандиозные нарциссы добиваются внимания и власти, порой как политики, как знаменитости или как видные деятели культуры. Конечно, не все, кто стремится к власти, нарциссы. Многими движут благие побуждения, например, желание раскрыть свой потенциал или улучшить жизнь других людей. Однако люди нарциссического типа добиваются власти ради статуса и присущего власти внимания. Представители уязвимого типа, напротив, отличаются робостью и замкнутостью. Они уверены, что им все что-то должны, но их легко напугать и обидеть. В обоих случаях темная сторона нарциссизма проявляется не сразу. Такие люди поступают крайне эгоистично. Руководители-нарциссы могут принимать рискованные и аморальные решения, а партнеры-нарциссы не всегда ведут себя честно и могут быть неверными. Если подвергнуть сомнениям их радужное представление о себе, они могут обидеться и вести себя агрессивно. Это как болезнь, при которой больной чувствует себя превосходно, а страдают окружающие. Крайняя степень нарциссизма считается психическим отклонением, которое называется нарциссическое расстройство личности. Ему подвержены 1-2% населения и чаще всего мужчины. Для подростков и особенно детей проявление эгоизма в пределах нормы и может сопровождать нормальный процесс взросления. В пятом издании справочника по диагностике и статистике психических расстройств описываются характерные свойства нарциссического расстройства личности. В том числе завышенная самооценка, проблемы с сопереживанием, уверенность в особом статусе и потребность в восхищении или внимании. Признаками психического расстройства эти черты обладают тогда, когда в корне изменяют жизнь и доставляют серьезные неприятности. Представьте, что вместо заботы о супруге и детях вы будете использовать их для привлечения внимания и восхищения. Или представьте, что вместо того, чтобы выслушать конструктивную критику работы, вы будете говорить всем, кто пытается вам помочь, что они не правы. Так в чем же причина нарциссизма? В ходе исследования близнецов было выявлено сильное влияние наследственности, хотя пока неизвестно, какие гены за это отвечают. Также имеет значение внешняя среда. Если родители с детства боготворят ребенка, может развиться склонность к грандиозному нарциссизму, а у строгих и властных родителей, напротив, могут вырасти уязвимые нарциссы. Определенная степень нарциссизма выше в том обществе, где ценится индивидуальность и самореклама. В США, например, нарциссизм как черта характера стал весьма популярен с 1970-х годов, когда установка 60-х на общественное благо сменилась всеобщим требованием к самоутверждению и ростом материализма. В наши дни социальные сети приумножили возможности для саморекламы, хотя стоит заметить, что влияние социальных сетей на нарциссизм пока не доказано. Сети – это скорее способ для нарциссов добиться социального статуса и внимания. Можно ли избавиться от неблагоприятных черт нарциссизма? Да. Подойдут честный взгляд на собственное поведение и забота об окружающих. К примеру, сеанс психотерапии или сочувствие другим людям. Сложнее всего будет людям с нарциссическим расстройством личности заниматься самосовершенствованием, ведь нарциссам так трудно взглянуть на себя не с самой лучшей стороны.